Городские истории. В эфире радио Крым-Реалии. Добрый день, в эфире радио Крым-Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Городские истории». Это программа о Крыме, городах и поселках и людях, которые там живут. Радио Крым-Реалии вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18. Гостья нашей студии крымчанка, координатор общественной организации «Крымсос» Тамила Ташева. И сегодня мы будем говорить о фонтанах. Добрый день. Здравствуйте. Село Фонтаны расположено на юго-западной окраине Симферополя. Раньше оно называлось Ягмурча. В переводе это означает «дождливое». Исторически это было место поселения крымских татар. Село переименовали в Фонтаны после Второй мировой войны. В те годы опустевшее после депортации крымско-татарского народа село заселили новыми жителями. В основном это были переселенцы из Винницкой области. С началом возвращения коренного народа на историческую родину крымские татары начали селиться в Фонтанах. Со временем этот микрорайон стал местом компактного проживания крымских татар. Тамила, вы родились в Самарканде, где ваша семья оказалась в результате депортации крымско-татарского народа. Когда вы вернулись в Крым? Это был, насколько я помню, 91 год, лето 91 года. Фактически это лето, когда начались очень большие изменения в Украине вообще. Это был, по-моему, июль 2091 года. Тогда сначала переехала моя семья, получается, отец мой, он чуть раньше приехал для того, чтобы там построить какую-то времянку в этом селе на улице Полевой. Тогда буквально несколько домов стояло на улице. Потом моя мама переехала чуть позже, и потом уже мы, получается, с моим братом, моей сестрой, с моей прабабушка, которая в Самарканде жила с нами. Вот мы уже приехали туда, в эту вот времяночку, и начали уже там на месте обживаться. А сколько вам было лет? Вы вообще помните переезд, свои первые впечатления о Крыме? Я часто рассказываю об этих своих впечатлениях, потому что информация о Крыме как таковой в Самарканде, да, в Узбекистане у меня было очень мало, потому что я была достаточно маленькой, мне было 5 лет, в 6, вот мне 6 исполнилось в 91 году, и мне бабушка всегда рассказывала, моя прабабушка, о том, что вот Крым — это прекрасное место, там горы красивые, там есть море, там очень много солнца, так же, как в Узбекистане, вот, и что это наша родина, и мы вот должны туда ехать, и вот папа поехал вот твой добиваться того, чтобы вы там смогли жить, и вот совсем скоро мы туда поедем, и когда я помню наши сборы, там последнюю даже ночь я до сих пор помню, как мой брат тогда готовил сметанный торт перед отъездом, вот, и потом мы уже все, получается, прошли по трапу, я даже это очень хорошо помню в своей памяти, и сели в самолет, я помню, как нас встречали родители, и потом мы приезжаем в это место, да, и у меня тогда, у маленькой девочки, это вызвало, на самом деле, колоссальный шок, потому что мы жили в большом очень доме в Самарканде, это был двухэтажный большой дом с большим таким и садом, и вообще территорией этого дома, потом мы приезжаем, там стоит маленькая времянка на 2 комната, она из ракушника, нету не то что горячей воды, а нет холодной воды, нет, свет уже, по-моему, тогда отец провел, и получается, мы с моей мамой, сестрой, с бабушкой жили в одной комнатке, а отец с братом в другой. Спали мы даже все на одной кровати большой. Вообще, по идее, двухспальной, но так получилось, что она поместила в себе намного больше людей. И вот этот вот такой диссонанс между тем, что мне рассказывали, что это красивый Крым с морем, а что такое море. Ну, море это когда вот много очень воды, вот вода соленая, там люди плавают, да. И тем, что я увидела, он был колоссальный. Тогда меня, маленькую девочку, это очень сильно потрясло. Но просто потом понятно, что когда ты уже с теми же детками приблизительно твоего же возраста
возраста, которые живут на этой пустынной улице, и ты с ними уже бегаешь по этой улице, оно как-то уже, ну, стало легче это все воспринимать, конечно. Расскажите, как ваша семья строила дом? Наверное, ну, не просто начинать на новом месте. Да нет, строили наш дом фактически до 2014 года. И въехали на самом деле в конце 13-го, в 14 году. Они Новый год уже в новом доме праздновали. А так все это время они жили в этой маленькой времянке, просто которая потом была облагорожена, которая потом достроена была еще там кухонька, да, там и так далее. Вот. И, ну, конечно, строили очень сложно, но если очень у многих крымских татар они строили дома на вот этих вот самозахватов, как это называлось, да, потому что местные власти тогда не давали разрешения на строительство домов, то у нас в этом поселении, на этой конкретной улице была очень интересная история. Одна часть улицы они получили, вот, и в это число попал мой отец, когда выделили эти участки, а вторая половина улицы, она не получала разрешения на участки, и, соответственно, просто строили на свой страх и риск для того, чтобы отстоять эту землю, да, вот, и строили очень сложно, все деньги, которые продали, ну, мы дом, который продали в Самарканде, все они улетучились, потому что был развал Советского Союза, все эти деньги, они были почти ничем, родители успели купить строительный материал, которого, понятно, хватило только на первое время, смогли эти деньги хватило на то, чтобы перевести свое имущество в этих контейнерах, ну и в принципе все, и поэтому, конечно же, жизнь первое время, она была очень сложной, мягко говоря. Ну, наверное, это вот с такими трудностями сталкивались все, да, кто приезжал в то время из мест депортации. Я думаю, что да, и истории крымских татар вот того времени, да, они очень схожи. И я вообще называю поколение своих родителей поколением утраченных возможностей, да, потому что это те люди, которые в расцвет своих, ну, как бы сил, да, молодости, к примеру, моей маме было 35 лет, да. Это молодая женщина на 2 года старше, чем я сейчас. Это молодая красивая женщина, которая работала в поликлинике в Самарканде, перебирала бумажки, ходила с прекрасным маникюром, и потом приехала, ей пришлось так же, как и отцу, как и брату, как и сестре, она чуть старше меня, помогать собирать там какой-то материал для того, чтобы фундамент заливать. Там чуть позже пришлось завести там корову, которую приходилось доить. Когда сестра стала старше, корова это была фактически единственным источником доходов для того, чтобы платить сестре за репетитора, потому что она поступала в университет, в медицинский, и необходимо было платить за репетитора, за химика и за физика, да. И вот эти все деньги уходили туда. Поэтому, конечно, таких историй можно рассказывать очень много, но наши родители, они фактически принесли себя в жертву для того, чтобы мы, поколение, которое позже, они всегда говорили, что мы не очень не хотим, чтобы вы оказались в таком же положении, когда вы должны все заново отстраивать. И, к большому сожалению, все в 2014 году, да, не так же, но очень похоже повторилось, да, то есть, конечно, мы там переехали, кто-то в Киев, кто-то еще куда-то, в совершенно иные условия, но все-таки это опять отстраивание жизни заново. Я приехала в Киев раньше, я приехала в 2007 году, но у меня очень много друзей, которые приехали в 2014 году, бросив абсолютно все и заново добиваясь, там, работая просто в кафе, имея 2 высших образования и в Симферополе работая на престижной какой-то работе, поэтому это, конечно же, было очень сложно. Ну, несмотря на такие трудности бытовые, финансовые, родителям удалось добиться того, чтобы у вас было высшее образование, да? То есть они старались, чтобы у детей как-то вот все складывалось совсем по-другому. Конечно, они старались, и, в принципе, крымские татары всегда говорят, что самое важное для ребенка это получить образование. И поэтому, если посмотреть даже статистические какие-то данные, крымско-татарское население чаще всего обязательно имеет минимум 1 образование высшее. Это очень интересно, как родители
пытались вкладывать абсолютно все в то, чтобы получить это. Потому что не всегда в Узбекистане это было возможно. И поэтому там мои родители — это обычные рабочие специальности. У них, у моей мамы там образование секретаря-референта, это сейчас, наверное, называют, да, и плюс у нее было образование кондитера, и вот это вот наше детство всегда проходило в том, что если даже не хватало продуктов каких-то, она всегда пыталась приготовить что-то вкусное. Там у нас всегда на столе была какая-то выпечка, даже из каких-то очень странных продуктов. Я до сих пор помню вкус свекольного и морковного пирога. Это сейчас очень модный морковный пирог кушать с какими-то там родзинками, да, там с орешками и так далее. А тогда мама его готовила, потому что кроме моркови, яиц, которые курица, да, куры наши давали, там и молочка, в принципе, и муки, соответственно, да, и то не высшего даже сорта ничего не было. И вот тут я помню этот вкус морковного пирога, грубого такого помола, но это было, наверное, одно из самых вкусных вот вообще воспоминаний, да, моего детства. А вы научились печь? Да, я достаточно хорошо пеку, просто потому что в Киеве у меня на это не хватает времени. Поэтому, конечно, мама и печь меня научила, и готовить различные блюда. Я очень люблю это делать, когда ко мне приезжают либо родственники, либо приходят домой гости, то я всегда это делаю, конечно же. Многие крымские татары после возвращения в Крым поселились именно в Фонтанах. Почему такой выбор был сделан? Сейчас Фонтаны — это действительно одно из самых больших поселений крымских татар в Симферополе, в Симферопольском районе, наряду с Акмечетью, наряду с Каменкой, к примеру, с поселком Молодежное. Но он, по-моему, один из самых больших, действительно. Не знаю почему. Может, потому что все-таки это Симферопольский район, это очень ближе к столице. Но я помню, как наши родственники, которые жили в Сакском районе, к примеру, село, помню, Шелковичное оно называется, они с самого начала, когда переехали, они жили вообще в этих колхозных частях, да, и где они ставили теплицы, они имели достаточно неплохие средства для существования. И тогда они нам говорили, что вы поехали в эту вообще пустыню какую-то, в этот Симферополь или район, в котором ничего нету, воды у вас нет, ничего, инфраструктуры никакой нет, зачем вам это нужно? И тогда я помню, как мой отец и мама отвечали, что зато это Симферополь, фактически, и у моих детей будет возможность учиться в городской школе, в будущем обучаться в университете, то есть они всегда делали какие-то действия с прицелом на то, что это будет лучше для их троих детей. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Городские истории» на радио Крым Реалии. Мы говорим о фонтанах, и вы можете поделиться вашими историями в прямом эфире. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире «Городские истории» на радио Крым Реалии. Гостья нашей студии крымчанка, координатор общественной организации «Крымсос» Тамила Ташева. И мы говорим о фонтанах под Симферополем. Вы затронули этот вопрос, и я хочу продолжить эту тему. В фонтанах был целый список проблем, связанных с инфраструктурой. Это и газоснабжение, освещение. Как справлялись с этим местные жители? Первое время у нас, я не помню до какого года, воды централизованной в принципе не было, да. И как справлялись? Первое, что мой отец сделал, он пробурил скважину, не помню, сколько это было метров, может 40, может там 60, которые хватало для бытовых нужд, да. Там одно из первых, что сделал мой отец, он построил там баню для того, чтобы можно было там купаться, да, там каждый день, там раз в неделю, я помню, как мы топили эту баню на дровах, вот, и там отпаривались, да, как мы говорили. Поэтому, люди справлялись все по-разному. Чаще всего либо бурили скважину, либо уже когда позже началась
централизованное водоснабжение, которое, кстати, на нашей улице, на Полевой, на Тепличной было сделано очень неправильно, потому что это две улицы, которые были смежные, одна чуть выше, другая ниже. Соответственно, улица, которая находилась ниже, она выкачивала часто воду, и до верхней улицы, где находился наш дом, да, вода не поднималась. И я помню, как моя мама с рядом инициативных людей постоянно оббивали пороги сельского совета Чистинского, пытаясь решить как-то проблему. Вот. И проблема, на самом деле, до сих пор, наверное, в году в 13-м или в 12-м она улучшилась, эта ситуация с водоснабжением. Но я знаю, что сейчас из-за того, что и Северокрымский канал перекрыт, да, соответственно, воды очень мало, и у них в водопроводе ее почти нет. Электроэнергия тоже. Мои родители сразу, понятно, что завели электроэнергию домой, но все, наверное, помнят все эти веерные отключения, да, которые были там в середине 90-х, и все по-разному переживали. Там у нас, я помню, эти были лампадки на бензине, эти свечки, делали уроки постоянно и учились под этими лампадками. Там мы играли в ребусы, мы играли в домино, мы играли в лото. И тогда, мне кажется, вообще было очень детство. Но я его вспоминаю с такой очень большой любовью, не потому что я была маленькая, да, а сейчас там я взрослее, а потому что тогда семья была сплоченная более. Да. Вот я, к примеру, сейчас смотрю на своих двух племянников, которые живут, родители сейчас дома вместе с сестрой, то чаще всего это только возможность увидеться за ужином либо за обедом и поговорить. А больше все времени люди проводят в телефонах, в каких-то гаджетах, да, и мало проводят времени, общаясь. А тогда мы за игрой, хоть и в такое сложное время, но как-то это все было намного, приятнее, душевнее, да. Я поэтому, когда встречаюсь сейчас с друзьями, всегда стараюсь отложить телефон куда-то подальше, либо его спрятать в сумку для того, чтобы не отвлекаться от этих просто человеческих эмоций, да, которые у нас, к сожалению, стали пропадать. Вот я хотела вот что спросить. В одних источниках фонтаны называют микрорайоном Симферополя, а в других селом в Симферопольском районе. Все-таки как верно? Просто часть фонтанов, оно вообще относится к Симферополю, как к городу. И там линия, фактически это разграничение проходит по улице Пригородной, по-моему, она называется, насколько я помню. И поэтому, да, действительно, его называют микрорайоном Фонтаны. А за этой улицей Пригородной там уже есть ряд других улиц, улица Чекалова, улица Полевая, Тепличная и все остальные. Вот они уже относятся к селу Фонтаны. А еще чуть дальше в сторону Бахчисарая от станции Западная, там есть другое село, которое называют Сувух-Дере, то есть как ниша такая холодная балка ее называют еще. Вот. А это точно уже село, хотя тоже его называют фонтанами, по-моему, 5-м или 6-м номером. Поэтому вот мы жили фактически в селе Фонтаны, но это 15 минут от центра города, поэтому я училась в городской школе, в 11-й гимназии. Я помню эту дорогу через поле, это где-то около 2 километров. Мы каждый день ходили пешком и утром, и вечером по болоту, потому что тогда дороги вообще не было. Помню несколько историй, как там в классе, наверное, в третьем, я шла в своих резиновых сапожках. Это почти зима была, наверное, ноябрь. Те, кто живут в Крыму, знают, что это еще не снег, но это уже такая достаточно прохладная погода. Я подскользнулась, упала в лужу, я извалялась вся в грязи, со слезами. Я вернулась назад домой. Это до сих пор вот одна из таких больших... я вспоминаю всегда сейчас уже с улыбкой, а тогда мне было очень обидно, что я в этих резиновых сапогах иду через это поле, почему я живу так. Я помню, как я носила с собой галоши в пакетике и сменную обувь для того, чтобы красиво пройти по этому полю и не запачкать там свои какие-то сапожки или туфельки. То есть это переживали очень многие семьи крымских татар, и не только крымских татар на самом деле. Расскажите вот о вашем детстве в фонтанах. Чем занимались летом? Что делали зимой? Зимой катались. У нас рядом с домом был огромный ставок.
с пресной водой, и летом мы там купались. Я постоянно была с огромным загаром, таким красивым, ровным, и у нас были такие баллоны, на которых мы вот проводили в воде очень много времени, и постоянно там было много людей, даже приходили люди с самого, ну, Симферополя, которые жили в районе 7-й горбольницы, там либо с Акмечети к нам люди приходили. А зимой у нас как бы такая ложбина была, и рядом тоже такая лесная балка, да, как бы такой небольшой лесок. И мы ходили и катались с этой горки вниз. Плюс у нас улица сама с большим склоном, и мы на санках, либо на таких пакетах сверху вниз спускались на этих пакетах, либо санках. На самом деле очень было весело, ну, как бы детство, ну, вообще было прекрасное. Плюс у нас там было много недостроев. Я вообще такой была мальчуганом в детстве, вот, и мы поэтому там устраивали разные все эти прятки, казаки-разбойники, вот, мы там делали на деревьях, устраивали такие дома, строили, там чаепитие организовывали, поэтому я считаю, что у меня детство было просто прекрасно. У меня очень много чего не было, если говорить в материальном плане, да, и мои родители сейчас часто говорят, что вот мы очень многое вам не смогли дать, на что я говорю: вы меня родили, вы мне дали возможность получить образование. Это, наверное, самые важные вещи, которые вы мне дали. Я вам благодарна за это. А то, что там не получилось мне, не знаю, помочь там с покупкой жилья там, или еще что-то, как часто родители, у которых есть такая возможность, делают, ну ничего страшного, значит, нам нужно работать просто чуть больше, да, стараться чуть больше, и, ну, и все это будет. Поэтому, ну, детство было прекрасное. Я очень благодарна родителям за то, что они давали ту любовь, которую они давали нам. Фонтаны расположены рядом с местом, где начинается внутренняя гряда Крымских гор. Вы в горы ходили? Да, всегда. И в горы мы ходили, собирали ягоды рядом. Я помню, как мы землянику с братом ходили, собирали, как мы грибы собирали постоянно. Мама этого потом готовила варенье, либо закатывала эти, либо жарила, или делала какие-то закатки с этих грибов, поэтому очень часто и очень много. Когда уже я стала повзрослее, когда уже стала в университетское время и во время, когда начала общественной деятельностью заниматься 2003 года, то мы уже стали ходить, конечно, дальше, да, уже в сторону Бахчисарайского района. Но возле нас было вот это в сторону Партизанов, это село называется, очень красивая местность, когда там и кизил рос, ну и сейчас, наверное, растет. И там мы с таким с посохом, с такой палкой, с братом, я помню, и сестрой ходили туда наверх. Вы заговорили о недостройке, я не могу не вспомнить знаменитую в Крыму школу 4 президентов. Это стройка школы в Фонтанах, ее так назвали, потому что окончание строительства этой школы ждали почти 25 лет, и она пережила 4 украинских президентов. Ее достроили после российской аннексии полуострова, но российская власть отказалась учредить там образование на крымско-татарском языке. Что вы об этом думаете? Я ее помню очень хорошо, потому что я рядом с ней проходила, когда не в школу шла, а наоборот, на обратном пути. Очень хорошо помню эту школу, и мне жаль, конечно же, что эти оккупационные власти, вне зависимости от того, что они заявляют, что они крымских татар защищают, они даже не пытаются хоть как-то сделать вид, что они помогают крымским татарам, потому что это только на словах. Действительно, школа не с крымско-татарским языком обучения. Мои 2 племянников перевелись в эту школу после того, когда она запустилась. Действительно, обучения на крымско-татарском языке нет. Крымско-татарский язык только в формате факультатива изучается. Поэтому мне жаль, мы очень долго действительно школу эту ждали, наступила аннексия, было пафосное открытие якобы этой школы, да, но как оккупационные власти не защищают ни крымских татар, ни украинцев в разрезе образования, да, так и они это показывают очень четко с этой школы. Это такое вот прям лакмусовая такая бумажка, да, этого отношения оккупационных властей к крымчанам.
А, Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече с морем. Сколько лет вам было тогда? Мне, наверное, было лет 7, я точно не помню уже. Да, наверное, было лет 7, когда мы поехали. Мне кажется, это была Николаевка, потому что тоже вот в нашу сторону получается. Это где-то, ну, минут 30, наверное, ехать до моря, может, чуть больше. Вот. И для меня это по рассказам, я повторюсь, моей прабабушки, да, вот я ожидала, что я вот увижу вот эту вот массу этой воды, и, конечно, я была поражена, ну, очень поражена, потому что не ожидала, что это так красиво, да, не ожидала, что это так завораживающе, вот, но на тот момент я уже научилась плавать, и поэтому у нас был этот ставок рядом, поэтому я уже там вдоль берега, береговой линии активно плавала, ныряла с плечей моего брата, который подставлял свои плечи, я ныряла в эту воду, поэтому это было, конечно, очень красиво. У нас остается немного времени, и я хочу попросить вас сформулировать, вот что для вас фонтаны? Фонтаны и вообще Крым — это моя родина, да, это то место, где я провела лучшие годы своей жизни, да, это место, где там была первая любовь, где было место, куда я впервые вообще ступила, да, на землю Крыма, и, ну, это любимые места. Мне очень жаль, что я не могу сейчас увидеть. И мама рассказывает, что там очень много всего изменилось. И я бы, конечно, хотела как можно быстрее все это увидеть. Наше время подошло к концу. Вы слушали радио Крым Реалии. Мы говорили о фонтанах с крымчанкой, координатором общественной организации «Крымсос» Тамилой Ташевой. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.